Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Начался опасный сезон пожаров. В городе Канаше рядом с мегацентром горели поля. И только благодаря слаженной работе пожарных огонь не успел охватить дачные постройки. В тушении пожара участвовал и видеооператор Канашской студии телевидения Вениамин Григорьев. Сюжет с места событий. Очистить территорию от сухой травы решили жители микрорайона УПП. В итоге избавились и от сухой травы, и от собственных заборов. Совсем рядом проходят линии электропередач, жилые дома и дачные участки. Глыбы дыма были видны на территории всего города. Место овражное, поэтому заехать на машине было крайне сложно. Пожарные приехали сразу, но огонь захватил большую территорию. Работали несколько отрядов. Пожар распространялся быстро. Начальник отдела надзорной деятельности пожарной части номер 15 Владимир Михайлов и наш видеооператор Вениамин Григорьев также участвовали в тушении. Производят грубые нарушения, а именно производят сжигание, не обеспечив первичные средствами пожаротушения, водой, а также огнетушителями при проведении огневых работ, что нередко может повлиять и на распространение на соседние дачные участки. Данный факт свидетельствует о том, что мы тоже сейчас находимся, в последнее время стала мода сжигания сухой травы, что категорически запрещено выжигание сухой растительности. Вот сейчас мы видим, как у нас производится тушение. К сожалению, никто из местных жителей, которые присутствуют здесь, не принимают участие, не помогают, а только смотрят, как приходят в кино. Поджигая траву, граждане рискуют попасть под разные виды ответственности, вплоть до лишения свободы. Сжигая нарушая правила пожарной безопасности, гражданин привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Если это совершил должностное лицо, то штраф увеличится от 6 до 15 тысяч. Но это не самое главное. Самое главное в том, что у нас во время пожара сгорают годами нажитое имущество. И кроме этого погибает у нас и животные, растительность, и загрязняем экологическую природу. Хотелось бы вам, уважаемые жители города и Канаши, Канашского района, попросить, чтобы вы не нарушали и помогали, и содействовали сотрудникам пожарной охраны, не сжигали сухую растительность. Ведь может в этот момент, когда мы тушим сухую растительность, может в этот момент возникнуть пожар и может гореть на самом деле жилой дом. Не все остались в стороне. При тушении пожара нашлись такие неравнодушные, которые участвовали в ликвидации огня. Призываем вас не нарушать правила пожарной безопасности, не поджигать, убирать мусор за собой, все тушить, если, допустим, что-то там, и помогать пожарным, когда случается такая ситуация. Быстро собрались, быстро выбежали с подругой и помогли потушить. Хотим, чтобы все так помогали тоже, не стояли на балконах, не смотрели, а выбегали и тушили, помогали пожарным. Татьяна Пупышева, Лариса Батькова, Клавдия Сапожникова. Это те люди, которые проявили свою активность, без страха помогали пожарным в тушении огня. Последствия уборки сухой травы таковы. Ущерб был бы гораздо больше, если бы пожарные опоздали хотя бы на чуть-чуть. Дабы не стать поджигателем своего же жилья, соблюдайте правила пожарной безопасности. Соблюдение правил – это сохранение человеческих жизней. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, район УПП. Общими усилиями сделаем город чище. В минувшие выходные на всей территории Канаша провели субботники. От листвы и мусора город очищали более 1000 человек. Сотрудники администрации вышли на уборку дружной командой во главе с Виталием Михайловым. Субботник начали с распределения улиц между работниками муниципального образования. Отделу экономики достался проспект Ленина. Вооружившись граблями, лопатами, мешками, экономисты направились на одну из главных улиц города. Вся администрация сегодня вышла на субботники. Сегодня мы будем убирать территорию всего города.
За каждым отделом закреплен определенный участок. Задача на сегодня максимально пройти, посмотреть, где-то что-то убрать. Вся техника в городе сегодня работает. И я надеюсь, у нас совместно, дружно, командой сегодня все получится. И город у нас будет выглядеть замечательно. Предприятия и организации вывели своих сотрудников. Прилегающие территории убирали и государственные учреждения, и индивидуальные предприниматели. Мы субботник провели на рабочем месте еще вчера. Будем выходить в течение всех недель, по мере того, как везде растает снег. Вещь необходимая, потому что чистота превыше всего. Николай Васильев за чистоту в городе борется ежедневно. Говорит, что начинать нужно с собственного дома. Разруха, говорит, в голове, говорит, бумага, говорит, разруха, говорит. Они, когда, говорит, в голове порядок, тогда и вокруг порядок будет. Люди убрали тут, тоже надо подтягиваться. Наша съемочная группа объехала весь город. Субботник стал массовым. Наравне со взрослыми на уборку вышли дети. Виталий Михайлов встретился со студентами медицинского колледжа. Состоялся откровенный диалог. Студенты делились своими планами, рассказывали главе о будущей профессии. Чистоту на своей территории стараемся поддерживать, признаются ребята. Глава поделился опытом регионов. Мне понравился опыт Москвы. Не останавливаются только на прилегающей территории. Они и фасады моют, и окна в порядок приводят. Поэтому мы немножко перенимаем опыт и цоколи красим. Все это в рамках мечников по чистоте и благоустройству. Мы, я думаю, все вместе город Канаш воспринимаем как родной дом. Поэтому все одной большой семьей сегодня вышли на эти мероприятия. В каждом районе города к субботнику приступили. У нас еще с прошлой недели начали мы эти мероприятия. Целый месячник объявлен по городу. Я думаю, с вот такими общими усилиями мы свой город очистим и будем содержать его в той чистоте, какую сегодня планку зададим. Проблемные места выявляются каждый день, мы с ними начинаем работать, коммунальные службы заточены. Сегодня населению нужно только в порядке той помощи, то, что осталось накопленное за зиму. Месячник по благоустройству города продлится до 31 мая. За это время планируется вывести накопившийся за зиму мусор, ликвидировать несанкционированные свалки, спилить аварийные и сухие деревья, посадить кустарники, разбить цветники. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева, Канаш. Минстрой Чувашии выделил 4,5 миллионов рублей на благоустройство сквера афганцев. Планируется установить монумент с фамилиями погибших, озеленить территорию, подготовили большой проект. В военном комиссариате состоялось его детальное обсуждение. Расширить полностью площадь, где БМД у нас стоит, и там уже раскидать рода войск дальше. Сделать там, допустим, БМД у нас будет первый стоять, дальше пойдет уже там морфлот, допустим, воздушно-десантный ЗАГ, столб пограничников, и дальше уже кто будет изъявлять желание из общества, там, морпехи, допустим, спецназовцы, ВВшники, они могут сюда вот двигаться в эту сторону и площадь как бы занимать. Ну и общую сделаем сцену, то есть брусчаточку прокладываем тротуар, скамеечки, светильники и общую сцену, где будет уже проходить все официальные части. Планы большие. На реализацию проекта, по словам авторов, не хватает 500 тысяч рублей. В дофинансировании принимают участие ветераны боевых действий, руководители организаций и предприятий, все те, кто может оказать посильную помощь в строительстве нового сквера. Как я военный комиссар, конечно, очень это поддерживаю. Инициативы здесь и города, общественных организаций. В целях военно-патриотического воспитания, где возможно будет с детьми прогуливаться. Каждый род войск будет, ну, скажем, военно-морской флот уже они рассматривают, якорь, десантники, свои эмблемы. Надеемся, что для будущего поколения это будет большой, хороший направление со стороны Союза афганцев. В планах строительства мини-сцены для проведения важных для воспитания молодежи мероприятий. Будут посажены деревья, выложена брусчатка. Мы всегда гордимся тем, что Союз ветеранов Афганистана уже более 30 лет, на самом деле, как создавалась вообще эта организация. И она всегда работала и существовала, потому что работа велась всегда с молодежью, проводились мероприятия в честь погибших, создавались памятники, обновлялись могилы погибших, создавались
мемориальные плиты на школах, на домах, где жили погибшие. Вот мы, например, 15 лет назад тоже республиканский памятник построили практически вот своими руками, ногами, как говорится. И, слава богу, в этом году, вот я пользуюсь случаем, тоже хочу сказать, чтобы все знали об этом, в этом году обновляется этот памятник, делается реконструкция, по старому же проекту, но просто есть уже время, 15 лет прошло много, будет обновление, и тут уже, конечно, у нас, слава богу, город взял на себя эти функции, мы просто помогаем. Сквер афганцев совсем скоро обновится. Стараниями ветеранов боевых действий в городе появится еще один уютный, благоустроенный уголок. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Владцева, Военкомат. 43 молодым семьям вручены свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального дома. Вручая документ, Виталий Михайлов выразил надежду на то, что счастливые обладатели выплаты приобретут или построят дома в родном городе. Почему мы торопимся вручать сертификаты, чтобы действительно программа-то она только распространяется на молодые семьи до 35 лет, 36 пределей там получается. Поэтому, чтобы вот каждый раз, когда документы подписываем на отказ в связи с достижением предельного возраста, у меня просто рука начинает дрожать. Поэтому мы усилили эту работу, чтобы как можно больше молодых семей оказались благоустроенных, уютных в своих гнездах. Поэтому и призыв один. Те эти сертификаты, которые вы сегодня получили, постарайтесь все-таки приобрести квартиру в родном городе Канаше. Мы постараемся со своей стороны создать все комфортные условия для проживания. В рамках программы обеспечения жильем молодых семей 43 четы получили свидетельства на общую сумму более 30 миллионов рублей. Мы пообщались с семьями. Практически все планируют приобрести квартиру в черте города. Кто-то будет строить дом. В данной программе мы стоим с августа 2013 года. То есть, получается, 6 лет. На данный момент у нас 2 детей. То есть хочется расширяться, чтобы была своя комната у своих детей, чтобы было место для их творчества, для их развития. И огромное спасибо нашей администрации, нашей республике за то, что дали нам такую возможность приобрести наше жилье для нашей семьи. На учете у меня 3 детей. В общем, я счастливый обладатель вот такой вот суммы, 743 тысячи рублей. Вот, и в этом году закрываю свою ипотеку. Мы ждали, как говорится, 5 лет. Это не так много и не мало. Дети, радость. Живем в Канаше и собираемся жить дальше в Канаше же. Никуда с этого города точно не уедем. Это гарантия. В текущем году планируется еще один транш. Свидетельства будут выдаваться дополнительно. Олеся Григорьева, Елена Владцева, администрация города. В очередной раз активную молодежь города Канаша наградили грамотами и благодарностями военного комиссариата за активную жизненную позицию и волонтерскую деятельность. На базе 7-й школы состоялся День призывника. Об этом Ирина Константинова. В актовом зале школы собралось большое количество учеников и студентов учебных заведений города Канаша. Особенно приятно, когда твой первый балл 5 баллов за отличный прыжок или меткую стрельбу. А еще мы в школе любили большую перемену. Только в армейской школе она называется увольнением. А в увольнении можно встретить патруль. А дисциплинированный солдат патруля не боится. Посмотрите, как ладно сидит военная форма. И если на гражданке говорили «фирменный чувак», то тут скажут «форменный герой». Служить отчизне, быть защитником Родины – это мнение разделяют не только парни, но и девушки. Только в прошлом году высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации были направлены более 40 личных дел, сообщает военком Виталий Барышов. Это и Санкт-Петербург, это и город Москва, есть и Воронеж, где авиаторов готовят. В том числе 7 личных дел наших прекрасных девчат. В позапрошлом году из 6-й школы Анна Николаева поступила в высшее военное учебное заведение город Москва, Институт Министерства обороны Российской Федерации. Прослужив 2 года, проучившись, уже она является командиром отделения и должность и воинское звание сержант. Воспитывать патриотический дух молодежи следует с юного возраста, отмечают участники встречи. Среди вас наверняка есть и будущие военные, учителя, врачи, строители. Но кем бы вы ни стали, на каком поприще вы не служили Родине, надо честно отдавать свой долг, быть отличным специалистом. И тогда вами будет гордиться
ваша семья, ваши родные, близкие, ваши учителя, ваша школа. «Береги честь с молода», гласит народная мудрость. Об этом же говорят люди в погонах. Безупречная репутация, наличие профессии и многие другие критерии влияют на становление карьеры военнослужащего. О перспективах развития сегодня рассказали председатель правления Канарского отделения Российского союза ветеранов Афгана Герман Николаев и начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Канашу Сергей Никифоров. Награждается Козлова Татьяна Юрьевна, ведущий эксперт, специалист-эксперт отдела образования и молодежной политики администрации города Канаш Чувашской республики. Участвую в различных зорницах, получается. 2 года мы ездили подряд на республиканский этап, а также разнообразные там создавались юнармии, тоже там участвовали, ну и там по мелочи в основном. Молодые люди должны служить, потому что все-таки это патриотизм и любовь к родине. Это указано у нас в Конституции, и это обязательно. Я учусь в школе номер 5 в 11 классе. Вот занимаюсь уже 2-й год волонтерством. У меня получается экзамен в 11 классе, но это меня абсолютно не затрудняет. Идет как дополнительно. Плюсом уже. Это вот чисто мое, меня никто не заставляет, мне самой хочется. Творческие коллективы школы в торжественной церемонии подготовили праздничный концерт, в котором продемонстрировали свои вокальные и танцевальные таланты. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Специально для «Вестей недели». 28 коллективов из 9 населенных пунктов Чувашии, а также городов Волгограда, Казани, Новомосковска и Республики Татарстан приняли участие в первом межрегиональном фестивале «Родные напевы». В состав жюри вошли заслуженные работники культуры Чувашской республики. С участниками конкурса встретилась наш корреспондент Марина Баринова. Впервые фестиваль-конкурс «Родные напевы» был проведен в 2004 году. Этот стал для участников более значимым. Мы с вами многонациональная страна, многонациональная республика. Каждый народ, который живет рядом с нами, самобытен и имеет богатую культуру. В то же время у нас с вами есть то, что сближает, объединяет нас. Это прежде всего вот такие конкурсы и фестивали. С этого года, с первого фестиваля, уже преподаватели могут участвовать в этом конкурсе, показывать своим выступлением, своим творчеством пример воспитанников и помочь дальше их развивать. В состав жюри вошли заслуженные работники культуры Чувашской республики и Республики Татарстан. Год от года набирает обороты. В каком смысле? Ну, во-первых, уровень исполнительский. Он, безусловно, растет. И в этом заслуга преподавателей этой школы. Безусловно, масштаб и география этого конкурса тоже расширяется. И вы знаете, в последнее время, наблюдая номинации, наблюдая те специальности, которые участвуют в конкурсе, можно сказать, что идет такое развитие, интересное развитие в музыкальном плане, интересные программы. Вот сегодня я узнал, что, например, в этом конкурсе будет еще одна номинация «Профи». Это означает, что и сами преподаватели включаются в конкурсное исполнительство. И, безусловно, вот это новое, география, исполнительский уровень, безусловно, это заслуга музыкальной школы, заслуга их организаторов, которые, в общем-то, раздвигают привычные рамки конкурса, привычные рамки смотра детского творчества. Фестиваль-конкурс прошел по 21 номинации, охватив всех инструменталистов и певцов. Тех участников, кто сумел приехать лично, оценивали в живом исполнении. Те же, кто находился географически далеко, в дистанционном. Очень нам нравится город, нравится эта школа, нравится обстановка, встречает очень нас доброжелательно. Так что тоже всем организаторам спасибо и удачи во всем. Играю на гитаре уже 3 года, в 3 классе. Неплохие результаты, вроде все хорошо. А почему именно гитара? Не знаю, я хотела так стать рок-гитаристом. Вот я собираюсь закончить класс гитары и начать музыку рока. Кларнет как один из самых звучных инструментов семейства духовых. Это необычайно виртуозный инструмент с очень гибким и благородным звуком. Мне понравилось духовые инструменты. Еще плюс, что я тут один кларнетист в этой школе. Да. А у тебя дома музыканты кто-то есть, кто-то играет, поет? Да, на гитаре играет мой брат Кондратьев Андрей. А сложно учиться на кларнете?
Ну, сначала было сложно, я испугался, что когда сказали, что голова немножко будет кружиться, когда я первый раз попробую дуть. Я испугался и подумал, это будет сложно. Но оказалось, это не сложно. Фестиваль-конкурс можно считать большим праздником дружбы. В нем звучало много интересных классических произведений чувашской, татарской и русской народной музыки. Это место, где встречаются старые друзья и появляются новые. Это место общения педагогов, где можно подчерпнуть много новых идей для творчества, увидеть достижения педагогов других школ республики и показать свою работу. Марина Баринова, Елена Блацева, «Вести недели». Маломобильные группы населения города активно занимаются спортом. В Доме детского творчества состоялся 6-й по счету теннисный турнир памяти Игоря Воробьева. В этом году за игровыми столами соревновались 23 человека. 6 лет назад ушел из жизни активный житель города. Игорь Федорович Воробьев много лет провел в коляске. Но, несмотря на это, перед ним не стояли преграды. Он выпускал газету, принимал участие в спортивных, культурных мероприятиях, представлял Чувашию на всероссийских соревнованиях. Сегодня его дело продолжает племянник Андрей Борискин. С каждым годом нас становится все больше, что больше любителей настольного тенниса и что вы все приезжаете на наш турнир. Это уже 6-й по счету турнир памяти, уже 6 лет как нет моего дяди. Вот, он очень любил настольный теннис, играл по 3-4 часа, тренировался и сам спонсировал турниры. Я решил продолжить его начинание и поддерживать настольный теннис. Игоря Федоровича знали все. Он приходил на помощь каждому. Самое главное, у него было такое большое сердце, что он не забывал помогать и здоровым людям, и к нему обращались многие предприниматели города, я знаю, за помощью, и каждому он не отказывал в этой помощи. Поэтому вот я очень рад, что его дело живет. Человек живет до тех пор, пока живет его дело. Поэтому, Андрей, огромное тебе спасибо, что продолжаешь начатое Игорем. Для людей с ограниченными возможностями в городе проводятся праздники, вечера, встречи. Работает программа «Доступная среда». Вот здесь еще предстоит поработать, отметил глава администрации. Поездив по стране, вижу, как в других городах работа ведется. Нам нужно еще много сделать для доступной среды. То есть нам нужно многие привести тротуары, может быть, где-то маленькую долю нужно сделать, всего лишь лишний бордюр убрать. Вот эти вещи мы с вашей помощью, ваша помощь нужна в каком плане? У нас глаз немножко зашоренный, у вас не зашоренный. Чтобы вы нам подсказывали, где нужно еще какие-то изменения. Настольный теннис – один из самых доступных видов спорта. Он объединяет людей, стирает границы. Уже 6 лет нет Игоря Федоровича, а в наших сердцах, в сердцах общества инвалидов он живет, понимаете? Он нам привил к спорту, к теннису, он развил это. Он ведь нам не давал ни минуты покоя, и сейчас вот не дает. Я хочу, чтобы здесь не то, что первые, вторые, третьи места. Здесь было общение с нами. Я очень рада вас видеть. Всего вам доброго, счастья и здоровья вам. Сегодня с канашскими спортсменами в теннис играли представители города Чебоксар, Челябинска, Цивильского, Вурнарского, Комсомольского, Урмарского районов Чувашии. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Блацева. Вести недели. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам пасхальной недели. До свидания. Гипермаркет низких цен «Светофор» в Канаше уже зарекомендовал себя как магазин с большим ассортиментом товаров по приемлемым ценам для семьи и для дома. Магазин нам очень нравится. Здесь много товаров для дома, для хозяйства. Для ребенка можно найти и памперсы, и питание есть. Очень ассортимент нам нравится. Экономим семейный бюджет. Покупателям удобно посещать «Светофор» дружными семьями, так как каждый из ее членов находит необходимый ему товар. Кроме широкой линейки продуктов питания, куда входят консервные, кондитерские изделия, крупы, полуфабрикаты, имеется отдельный зал для мясных, молочных, колбасных изделий. Широко представлены и детские товары, бытовая химия, цветы, посуда, одежда и сезонные товары. Уже сейчас садоводы и огородники смогут пополнить запасы необходимого инвентаря. Открываем дачный сезон вместе.
безопасности. У нас в наличии укрывной материал, грунт, побелка, грабли, лопаты, ведра и многое-многое другое. Магазин очень хороший, мне очень нравится. Почти каждую неделю посещаю этот магазин. Цены приемлемые, выбор очень большой. Можно походить, погулять, посмотреть, ознакомиться с товаром. У нас продукты не залеживаются на прилавках, за счет чего имеет хороший срок годности. Цена продажи всегда ниже, чем у конкурентов. Поэтому магазин «Светофор» выбирает те, кому дорого время. Мне нравится в магазин «Светофор» ходить за игрушками детскими, здесь они дешевле, за чистящими средствами в основном. «Светофор» привлекает покупателей разнообразными акциями и подарками, предлагая более 100 наименований товаров. «Светофор» напрямую сотрудничает с производителями, поэтому мы можем позволить доступные цены для населения. Ассортимент «Светофора» постоянно обновляется. Мы предлагаем широкий выбор товаров для дома, для хозяйства, садово-огородный инвентарь, сезонный товар. Постоянно устраиваем акции, чтобы население могло экономить свой семейный бюджет. Совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Курица охлажденная 1 килограмм 109,90. Сервелат зернистый 149,90. Стиральный порошок «Биолан» 5 килограммов 400 граммов 239,90. Сроки и условия акции уточняйте в магазине.